В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 2 апреля отмечается Международный день детской книги. Специально к этому дню многие библиотеки организуют для своих маленьких читателей неделю детской книги. Что нового могут узнать юные посетители детского культурно-образовательного центра чтения, расскажет гостья студии Зинаида Попова, ведущий технолог центра. Зинаида Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ежегодно тематика недели объявляется заранее. Чему посвящена нынешняя неделя и как обычно отмечается День детской книги в вашем центре? Тема недели детской книги в этом году посвящена детской поэзии. Это всероссийское мероприятие, целью которого является популяризация детской книги и детского чтения. А какие мероприятия проводятся в рамках недели детской книги? Наш центр подготовил очень обширную программу. Так, на различных площадках, в том числе на онлайн-площадке Zoom, также и на других площадках проводятся различные литературные уроки, беседы и лекции. А также, так как детки очень любят игровой формат, мы подготовили для них очень интересные игры. Это литературный турнир, это турнир «Что, где, когда», посвященный русской поэзии XIX века. Это литературное лото, это поэтический микрофон. Все эти мероприятия посвящены детской поэзии. То есть мероприятия у вас разбиты и будут проходить как в очном, так и в заочном формате? Да, абсолютно верно. Проводится в мини-группах в стенах нашей библиотеки, так и проводится через онлайн-формат, через Zoom. Расскажите, как проходит поэтический микрофон? В рамках недели детской книги выставлена лучшая подборка книг детской поэзии, где дети могут не только читать или одолжить эти книги, но и еще и попробовать себя в роли чтеца. То есть каждый желающий ребенок может взять микрофон и свое любимое произведение прочитать вслух. А что можете сказать про турниры по настольным играм? Турнир проходит по таким играм, как «Криминализ», «Бэнк» и «Монополия». В основном любители этих настольных игр – это подростки. В нашей библиотеке уже организован клуб настольных игр, где ребята могут не только читать книги, но и играть в свои любимые настольные игры. А что дает, например, игра в настольные игры для детей? Вы таким образом, возможно, приучаете их к общению с другими детьми? Да, безусловно, ребенок, играя в настольные игры, он общается со своими сверстниками, что очень актуально. Он учится думать логически, то есть каждая игра направлена на развитие каких-либо навыков. Это коммуникационные навыки, это навыки логики, общения и так далее. А какие еще активности вы проводите для развития детского населения и какие новые формы внедряете? При поддержке библиотеки реализуется проект Supreme School. Supreme School – это школа развития гибких навыков. На данный момент работает по 3 направлениям. Первое направление – это soft skills, гибкие навыки. Это развитие гибких навыков, таких как коммуникации, публичные выступления, мотивация, самоорганизация и так далее. Второе направление – это креативное и критическое развитие креативного и критического мышления у ребят с использованием методики ТРИЗ. А третье направление – это предпринимательство. В апреле месяце планируется большое количество мероприятий школы развития гибких навыков Supreme School. Так, с 4 по 10 апреля в рамках недели финансовой грамотности планируется провести бесплатные выездные мастер-классы в общеобразовательные школы. Данный мастер-класс обучает детей среднего и старшего звена правильно распоряжаться личными финансами. А также в апреле месяце планируется запуск нескольких курсов. Это курс по ментальной подготовке к экзаменам. Мы знаем, что дети, которые в этом году сдают экзамен, очень волнуются. Вообще такая проблема существует. И данный курс направлен на преодоление психоэмоционального напряжения, а также на развитие мотивации и ресурсирования ребенка. Также планируется запуск курса Creative Kids.
и креатив тинейджер. Креатив Kids — это для детей от 7 до 11 лет, и, соответственно, креатив тинейджер — это для подростков, он для детей от 12 до 16 лет. Данный курс направлен на развитие креативного и критического мышления. Здесь используется методика ТРИЗ, то есть теория решения изобретательских задач. Данная методика помогает ребенку научиться мыслить нестандартно, мыслить творчески и креативно, находить новые решения поставленных ему задач. Вы так много перечислили курсов, а расскажите, как на них могут попасть дети, записаться, например, выпускники школ на курс, который поможет им сдать ЕГЭ или какие-то другие экзамены? Вся актуальная информация у нас находится в группе ВКонтакте, это Supreme School ЕКТ. Там у нас объявляется набор, и на данный момент он уже идет. А у вас набор как-то будет лимитирован и будет зависеть от количества желающих? Когда наберется, вы запустите, или больше, там, 10 человек не может попасть? Мы планируем, что в каждой группе будет обучаться от 8 до 12 детей, да, чтобы это была комфортная группа, чтобы дети могли полноценно обучаться и получить те знания, которые они должны будут потом использовать у себя. Также вы упомянули, что вы с курсами собираетесь проехать по школам города. Можете ли рассказать, какие школы вы собираетесь охватить? На сегодняшний день у нас заявки есть от 15-й школы и от 7-й школы. Мастер-класс проводится в игровой форме, то есть для них проводится мастер-класс в виде игры, где они учатся финансовому планированию, да, распоряжать свои деньги. Дети в игровой форме научатся такому навыку. Какие еще мероприятия планируется провести в рамках недели детской книги? 2 апреля будет 2 больших мероприятия. Первое – это встреча с детским писателем, поэтом и журналистом Сергеем Москвитиным. И второе большое мероприятие – это презентация книги про Лаби Евдокии Иринцеевой «Огдо». Раз уж вы упомянули книгу про Лаби, давайте поговорим о ней подробнее. Расскажите, что это за книга? Это иллюстрированная книга для юных читателей про внука лабынкирского чудовища из Аймеконья. Малыша, наверное, зовут Лаби. Да, малыша по имени Лаби. На презентации читатели смогут познакомиться об истории создания данной книги, а также узнать о герое и о его приключениях. Данная книга еще не вышла в свет, планируется его выход в мае этого года. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? От имени ДТК Центра чтения мы поздравляем с наступлением долгожданной весны. И, конечно же, мы очень рады видеть всех в нашей библиотеке. Все актуальные мероприятия у нас публикуются на нашем сайте bduLib.ru. Ну а информацию о курсах Supreme School вы можете узнать в группе ВКонтакте Supreme School ЕКТ. Зинаида Петровна, спасибо большое, что пришли и ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Ну а я напомню, что это было актуальное интервью. Всего доброго.